Достойно, но без финала. Представители Республиканской школы спортивной гимнастики, мастера спорта страны международного класса Владислав Полешов и Елена Герасимова не смогли квалифицироваться в финальную часть соревнований, проводимых в рамках розыгрыша наград 32-й летней Олимпиады. Подробности у моего коллеги Вячеслава Ильина. Мастера спорта страны международного класса Владислав Полешов и Елена Герасимова в составе гимнастической сборной Олимпийского комитета страны выступали в личном первенстве. Первый выход дебютантки игры Елены Герасимовой на соревновательный помост был в упражнении на разновысоких брусьях волнения. А в этом виде гимнастического многоборья за попадание в финал борьбу вели 88 гимнасток, дало себя знать. При выполнении перелета удержаться на верхней жерди не удалось. Падение и 40-я строчка табеля о рангах. На характере подопечной тренерского тандема Ивановых выступила на самом коварном снаряде – гимнастическом бревне. Однако без боя в программе не обошлось. 13,766 балла и 16-е место среди сильнейших гимнасток планеты. Ошибки были, конечно, но я думаю, что она исправит их. Есть над чем работать. И она еще и 17 лет, она еще маленькая. И у нее еще впереди, еще через 3 года Олимпийские игры. Есть возможность туда попасть и что-то сделать. Без видимых помарок отработал свои подходы к параллельным брусьям и гимнастическому коню Владислав Полешов. По сложности программа выступлений на обоих снарядах была конкурентна с набором элементов соперников. И все решало исполнение. Об этом разделе ошибок избежать не удалось. В итоге на брусьях Владислав завершил выступление на 15-м месте, поделив его с китайским мастером Сун Вэем. А на любимом коне набрал одинаковое количество баллов – 14,366 с лидером сборной России Никитой Нагорных, поделив 14-ю строчку протокола. Не будем забывать, что 2 человека из 12 участвующих в Олимпиаде, они с нашей школы, с 6-й гимнастики. Мы этим очень горды и довольны этим результатом. Надеемся, конечно, что будет дальше и лучше, но будем работать. Вячеслав Ильин, Вадим Владимиров. Вести. Чебоксары.